А теперь, дамы и господа, жанр изобретенный миссией Генделя. Это концерты для органа с оркестром. Так, напомню, это опус 4 и опус 7. Да, опус 4, опус 7. Так что здесь такая путаница. Сейчас минуточку, здесь каталог какой-то странный, бестолковый. Так, ничего. Я не стоит разделиться. Так, все это D2. Так, это третий опус. Это опус 6. А это сейчас что сделал? Минуточку. Сейчас. Проверка дорогу маленькая. Это, по-моему, 4. Есть такая функция. Итак, вот концерт для органа с оркестром. Из опуса 4. Пятый концерт Г-моль. В нем уже по 4 части. Не 5, 6, 7. Но не 3 все равно. Повторяю, это было много жанров. Кстати, где и когда он играл? Вот для нас преимущество что? Если концерт музыки, мы приходим в зал и слушаем только эту музыку. Тогда как же может иначе? А было вот как. Когда Гендель давал представление с ораторией, то в перерывах между частями оратории, вроде Самсон, Иуда Маккабей, Иисус Навин, Мессия, в эти перерывы в антракте он сидел и играл на органе концерта для публики. То есть они являлись как интермедии, как заполнение. Публика сейчас отдыхает в вокальном месте, а вот тут возникает. На органе играет Саймон Престон. Это большое вступление по традиции оркестровой, лишь позже вступит орган. Вот орган. Инструмент-оркестр. Орган сам оркестр целый. Самый сложный инструмент мировой музыки. Размер может быть высотой с наш колледж. Клавиатура может быть 2, 3, 4, плюс еще ножная. То есть так что заняты все ноги, и их не хватает. Потому что орган способен играть разными тембрами. И струнных, и духовых инструментов. А чтобы тембры переключить, есть особые переключатели в виде стержней. Представьте, палочка трубочка, которая втыкается и вытаскивается из пульта управления. Над каждой из них табличка по латыни, ставится какой регистр, какой тембр. Но у музыканта органист не занят. Это пока он играет, вокруг какой-то помощник на системе, смотрите, партитуру включает этот регистр, этот. Потому что органистам здесь мануал, здесь еще. Ну и внизу на педали. Сейчас я покажу одну вещь. Мне дал Бог возможность, я играл на Священном органе в соборе, правда, было не в России, в Германии. А вот этим летом уже в Италии повезло Моникале ничем не кимской выиграть, потому что где там, где-то во Франции, уже не помню, во Франции, кажется, она значит, поиграла. Так вот, представьте, вот здесь клавиатура, там тоже клавиши, только вот такой ширины со ступней. И на них наступают ногами. И она вот такой примерно длины. Поэтому приходится поворачиваться музыканту вот так, наступая на них. Здесь клавиатура одна, мануал, вот другая, это еще минимум 2, а бывает 3, бывает 4. Представьте, думать об этом. Перед вами партитура, на которой минимум 3 строки, иначе все не войдет. Для чего нужна эта клавиатура? А вот чем отличается орган от фортепиано? Фортепиано никогда не сыграет то, что можно на органе починить. У фортепиано звук прерывается. Хоть 30 секунд, а он потом кончится. А на органе нажал педаль, и пока ты ногу не отпустишь, он будет звучать хоть час. Да хоть всю жизнь. Поэтому там может быть непрерывный долгий звук, он называют органный пункт, органная точка. Потому что на органе такой звук и родился. Это выражение потом перекочевало в музыку фортепиано. И когда вы сыграете вот здесь органный пункт, звук, который длится очень долго. Но фортепиано не может долго. Поэтому приходится возобновлять, играть либо трели, либо повторить его еще раз. Поэтому орган может быть колоссально сильно. Потому что есть такой фундамент выдержанного звука внизу. На органе очень трудно научиться играть.
поняли причину. Поэтому, чтобы учиться играть на органе, вначале музыкант в консерватории 3 года учится вместе вот на этом, а потом некоторых из них избранных допускают класс органа. Вот так. Так что, может быть, вам повезет. Класс органа могут поиграть в какой-нибудь соборе. Правда, сейчас органы есть в России в концертных залах, но в соборах там не используют акустика потрясающая. Никакого усиления, все слышно идеально. Аж замираешь. Эффект такой же, как если бы летали на вертолете, а потом вас посадили бы в кабину Боинга 747. Джамбо-джет на 300 мест. Такая огромная махина. И вы управляете. Такое же чувство. Управляешь нервом музыкальным. Так, теперь, это была первая часть. А теперь вторая часть концерта. Быстрая. И здесь солист, органист, сочетается с оркестром. Кто лучше? Он, кстати, может и громче, он может задеть оркестр, но он это не делает из деликатности. А теперь, господа, медленная часть. Адажио. И вот у всех композиторов барокко, неважно, Гендель, Себастьян Бах, Карелли, Вивальди, Альбинони, Марчелло, медленная часть это не просто музыка лирическая, лирика, как говорят, лирическая, жалобная, удивительно грустная, печальная. Вот они, как никто, умели выражать печаль. Вот если хотите самую печальную музыку, приезжайте в следующий найти, берите барочную сонату, концерт, берите медленную часть, все. Вам хватит надолго, что они море концертов написали. И еще, эта лирика не только печальная, мы говорим по-гречески элегическая, а слово элегия жалоба. Это лирика еще философская, это лирика размышления, думания. Поэтому, опять же, хотите подумать о себе, там, о своей жизни, включите музыку. Или поставьте ноты на пульт и играть. Тем более, что современные инструменты клавинового позволяют дома играть как на органе. Слава Богу. А это уже следующая часть. Я прошу обратить ваше внимание на темп. Я думаю, что если спросите, кстати, довольно музыка подвижная. Я тоже понимаю. А теперь будьте внимательны. Она подвижная. Только в начине авторское какое? Анданте. Многие из нас, по простоте душевной, понимают, анданте нет. Ни в коем случае. Анданте, господа, в ритме, в темпе шага. А теперь вспомните ваш шаг утром, когда спешите к 8:30 сюда. Вы что, гуляете? Нет, вы спешите, чтобы не опоздать. И я тоже спешу. Поэтому анданте это немедленно. Умеренное, энергичное движение, но не слишком быстрое. Это не бег, это скорее шаг, только деловой, не прогречный. Анданте завершает собой этот концерт. И здесь меня тоже никак не Вивальди. Да, это музыка не медленная, но не быстрая. Что же убеждает с тем, как завершает концерт Карелли Вивальди? А то, что она радостная, слегка шутливая, веселая. Или, говоря по-итальянски, скерцо зная, а слово скерцо – шутка. Запишите и запомните. Заметьте, как камерно звучит здесь орган. Не стремитесь подавить собой оркестр. И так далее. А здесь какая часть вам запомнилась, оказалась наиболее яркой? Третья. То есть медленная, адажио, да?
Верно, потому что в лирике, конечно, они потрясающие. Что Себастьян Бах, что итальянцы, разумеется, что это. А теперь, господа, переходим к самому смелому, самому новаторскому жанру оркестровой музыки. То есть музыки пленера. Напоминаю, в этом роде создано 3 огромных сверхпроизведения. Музыка на воде, музыка огня и музыка леса. Самым первым он создал музыку на воде. Это 1717 год. Ему 32 года, он в расцвете сил, таланта. Это, значит, первые годы Великобритании. И вот по случаю празднования дня, как сказали у нас, военно-морского флота, король тогдашний, уже, по-моему, Георг II, устраивает празднество в городе Лондоне, объявляет об этом всем лондонцам, они выходят на улицу, а там диво дивное, чудо чудное. На Темзе куча не только лодок, а огромные барки, напоминающие чем-то современные палубы. Почему? У них вот такой ширины палубы, они длинные, и никаких настроек, даже мачты, потому что двигаться с помощью гребцов. И каждая палуба занята музыкантами с инструментами. Но их много так, что на одной барке на палубе не вмещается. Поэтому несколько барок плывут, на них музыканты, которые говорят одновременно одну музыку по взмаху кондуктора. Кондуктор — это тот, кто управляет оркестром, запомните. Так, вот почему по-английски, в английских текстах запись пишется кон, сокращение слова кондуктор. И вообще слово дирижер только французы и русские употребляют, запомните. И вообще слово дирижер значит руководитель, строго говоря. Так можно найти директора, дирижера. Это будет чистая правда. Итак, кондуктор. Так вот. И, естественно, когда сказал, что подольше музыка звучала, погромче, чтобы все лондонцы слышали, и чтобы всем было понятно, чтобы все радовались вместе со мной, королем, за наш флот великий. Кстати, чтобы еще лучше оценили, вот так, мы представляем, когда великие столицы, мы их представляем сегодняшним миром. Вот Лондон, столица Великобритании, значит, огромный город, это сегодня огромный. Тогда, в эпоху Генделя, там жило меньше, чем сегодня в Якутске. 200 тысяч человек, запомните. Вот и Темза, конечно, мягко говоря, поуже Лены. Темза это, с чем вы сравните. Да вот, есть канал Лок, там университет. Вот Темза немногим пошире его. Так что, конечно, народ мог спокойно собраться с одного берега, с другого, все слышать, видеть. Река небольшая, и город это небольшой. Это Якутск развалился на страшном пространстве, а европейские города, они земля дорогая. Ну а теперь послушаем образец этого новаторского жанра, повторим, музыка на пленэре, на открытом воздухе, музыка для всех, музыка, звучащая громко, потому что там много инструментов. Здесь не все даже, здесь маленький кусочек, потому что вся она долгая-предолгая, длинная-предлинная, есть отдельные записи. Так вот, что вы оценили? Значит, здесь есть пьесы танцевальные и не танцевальные. Так, потом, есть пьесы, которые называются по названию жанров, например, минуэт. Есть пьесы, у которых имя собственное. Например, пьеса «La Paix». Французский называется вообще. «Мир» переводит, кто не знает. Может, я неправильно французский произнес. Уж, извините. Не родной язык, что поделаешь. А начало увертюра. Итак, музыка на воде. Одна из многих сюит, из которых это огромное произведение состоит. Раньше музыка торжественная, до барабана поначалу трубы, порочные, метафоры, не барабаны, метафоры, конечно. Но у англичан до сих пор по большим государственным праздникам звучит 250 лет. Да, это сюита, сверхсюита, говорит Армстронг, суперсюита, но он в этой увертюре во многих других произведениях этой же музыки. Но здесь будет прием типичный для музыки концерта Росса. Помните, что там состязается весь оркестр, его маленькая часть концертина. Но оркестр 20, концертина в кого-то 4. И вы сами понимаете, что 4 так громко не сыграет, как 20. Поэтому диалог
всего оркестра и ансамбля, это диалог, который проходит так. Громко, тихо. Все – малая часть. А малая часть не только она мало, она имеет инструмент особого тембра. И возникает перекличка. Вы сейчас слышали, все немного, громко, тише, громко, тише. Вот это типично для барочного концерта, для концерта гроссо, такая перекличка. Слушаем дальше. Увертюра большая, одна увертюра длится 7,5 минут. Вот это же много. Это было тоже необычно, там все большое. Да. Чуть дальше вышло. Это тоже увертюра. Это другой кусок увертюры. Легкий, быстрый, желание, толкающий ритм. Тадам, тадам. Перекличка молодого. Итак, это была увертюра к этой знаменитой русской мелодии. А теперь второй номер. Вот это танец. Напомню, в тогдашние сюиты входили танцы разных происхождений. И бальные, и народные. Немецкие, польские, итальянские, испанские, французские, британские, ирландские и так далее. И вот здесь второй танец, вернее второй номер, это танец. Бурре. Бурре слово французское. Название французского христианского танца, который в 17 веке стал бальным. Бурре означает вязанка хвороста. Так, дрова носил кто-нибудь из вас? У вас хорошая жизнь тогда, если не носили. Так вот, ну вспомните теперь ваши позы, когда вы несете дрова. Правда, французы, это у них с лесом похуже, чем у нас, поэтому они свои печи топили не дровами, не бревнами, не поленьем, простите, а хворостом, который ломали. Что поленьем-то в господском лесу за это могли и наказать сильно очень. Так вот, почему так назвали танец? Потому что движение у танцора, этого танца были движение человека, который несет охапку хвороста, так, либо вот так. Отсюда название танца. Эти движения в танце сказывают. А теперь послушаем это самое бурре. Изящная музыка, легкая. Еще маленький уточнение. Если вы все-таки досужились почитать неделю назад, после вашего провала, что же такое сюита, то вам сейчас будет больше понять, что новое здесь. С одной стороны, сюита, почему? Танцы есть. Правильно, не просто танцев немного. Их меньше, чем других номеров. И танцы не те, что в сюите традиционные. Там, помните, алиманты, куранты, сараманда, жига. Здесь может быть и алиманты, и куранты. И сараманда может быть. Жига будет, а не ирландский, почти что равно. Поэтому это не совсем сюита. А если сюда, то новое, новаторское, нетрадиционное. Итак, это было. А теперь с французским названием, который не вспомню, могу провести, потому что язык не появился. La Renaissance. Как-то его сегодня не знаю. Не силен. Итак, это следующий номер. Следующий номер. La Paix. Сейчас будет место. Итак. Это пьеса, имеющая не название жанра, а имя собственное. А теперь объясню, почему здесь пьеса это название, почему здесь мир, как говорится. Все просто. До этого Англия, как и некоторые другие европейские державы, очень долго воевала, на континенте, естественно. Так вот. Шла война за испанское наследство. Долгая-долгая. Всем хотелось урвать себе кусочек, англичанам тоже. И вот война закончилась заключением мира в городе Аахен, это в Германии. Ну и все радовались, там, все, мир закончилось. И вот по случаю Аахенского мира, значит, здесь пьеса «Мир», так и называется, потому что был тоже поводом, прощаются жертвы, походы, лишения. Тихая, спокойная музыка. Хотя, заметьте, особого ликования не наблюдается.
пьеса с загадочным процессом «La Renaissance». Да. Я повторю, что начинает радостно, но не верю, что повторяю, таким силен не зачем. Самый Ренессанс, не возрадующийся, возрадовавшийся. Но раньше не вполне. Так. Кто-нибудь из вас смотрел хоть одну кинокартину, русскую кинокартину, о мистере Шерлоке Холмсе? Все смотрели. Вам ничего не напоминает это? Вступление, когда начинается. Господин Дашкевич, автор музыки, он вдохновлялся британской барочной музыкой 18 века и гендерной части. Поэтому и стилизовал свою музыку к этой картине под гендер, что сразу дух Британии передать. Это не Италия, не Франция. И блестяще просто сделал стилизацию. И так далее совершенно. А теперь две последних части. И вот в этом тоже отличие его, как бы сюит, это повторяет условный сюит, от тех сюит, что вы должны знать. Потому что некоторых обязательно танцев есть нет. Некоторые алемант, курант и сарабан. А с другой стороны, некоторые танцы повторяются дважды, причем подряд. Сейчас будет минут, а потом опять минут. Почему? К тому времени минут стал самым популярным танцем, вытесняет остальные. Что потом будет уже хорошо видно эпоху Гайдна и Моцарта. Итак, пятая часть. Минуэт кто? Ну, это пишут. Минуэт кто? В России забавно говорят, минувет. В России, в общем, переделали многие слова на русский лад. Поэтому говорит доктор, а не доктор. Генерал, а не генерал. Ну и так далее. Вместо фельдшер говорили фершал. Это в русском может быть трудно привести все эти сложные сочетания языковые. Итак, минуэт. Заметьте, минуэт такой, опять же, изящный, печальный, грустный. А вот второй минуэт. Почувствуй разницу. Кто минуэт? Насколько разный, помпезный, торжественный, печальный. Поэтому даже танцевать не может сказать слушать, а потом не танцевать. Парадный минуэт. И заметьте, как часто звучат духовые, как часто они играют главные мелодии, главные темы произведения. Не струнные, как и остальные духовые. Так вот, господа, я тут не раз говорю, духовые. Возможно, спросили себя, а что такое удивляюсь, что духовые так, он использует часто говорит. Я объясню, почему же тогда часто, редко используют духовые инструменты. Все просто. Духовые инструменты тогда выглядели изначально иначе, чем сегодня. Вы сегодня можете спуститься туда, а когда сидите здесь, могут спускаться уже. Слышно, как они играют. Вот. Иногда ритмически, даже фальшиво, чаще наоборот. Но главное, что видите, у них есть вентили, у них есть клапаны. Нажимаешь на клапан, здесь нажал, а там дырочка закрылась.
И все. Он механизирован. Вот это сделали всего 250 лет назад. А до этого все эти инструменты, все эти валторны, трубы были без вентилей, без клапанов. Нажимать нечего. Хочешь другой звук, по-другому собери губы и дунь по-другому. Поэтому играть было трудно. Никаких тебе вентилей. Ну представьте, вот у вас не 88 клавиш, а одна большая клавиша, на которую можно ткнуть, но в зависимости от места, когда ткнешь, звук будет разный. Вот угадай это место. Вот так и здесь. Я сам довольно далеко играл, поэтому знаю, непросто. Поэтому на них играли мало, на них было играть трудно, тем более играть мелодию сложную. И другие компании не рисковали пользоваться. А один рисковал. Почему ты рисковал? А потому что в Англии тогда уже были хорошие духовики высокого класса, которые не боялись трудностей и могли преодолеть, сыграть свою музыку деньги. Потому что такой были и трубы, и валторны. Тогда еще никаких тромбонов и туб в оркестре не было. Туб вообще еще не придумали. Тромбоны были только в церковной музыке. Вот так. И так, видите, как широко медные, особенно духовые, особенно медные, трубы валторны. Но также часто используют и гобой, любимый инструмент, и флейты. Иногда редко фаготы. Кларнета тогда в оркестре тоже еще не было. Обычно в барочном оркестре флейты и гобойчик. Которые побольше, даже еще фагот может быть. Один не хватает. А у Генделя было по несколько. Поэтому такая мощь, сила. И особенно было в духовых медных труб валторн. Итак, господа, ну а из этой музыки на воде вам что? Сравним наше впечатление. Итак, понятно, бедный Гендель. Ничего-то вам у него не понравилось. Ладно. Сочувствую ему и вам, но помочь не могу. Значит так, господа. Тогда называюсь за вас, сделаю мой выбор, будете ему определяться. Значит, из музыки на воде. Бурре. И пьесу номер 4 с красивым французским названием «Ля Реженессанс». «Ля Реженессанс». Извините, по-другому не получается песня. И что? И пьесу? Ладно, третий раз для вас, на бис. И пьеса номер 4 с французским названием «Ля Реженессанс». Так, записали. Теперь, господа, на этом мы заканчиваем изучение творчества Генделя. Сообщаю об этом вот почему. Что через неделю, не завтра, по теме барочная музыка, и творчество Генделя у вас будет первый аудиотест, где музыка, которая есть в известном нам списке, будет изучать всех. Нет, все, сколько там отрывков, не помню, я играть не буду, я вам включу 10 отрывков. Из отрывков оперы, из отрывков инструментальной музыки и музыки Эдуарда Генделя. Так что готовьтесь, слушайте. И напомню, что музыка, простите, оценка за ваше знание музыки для вас является определяющей. Не знаешь музыки, не знаешь литературы. Поэтому никакой тройки в случае вы не читаете. Только двойки и единицы. Но, надеюсь, вам придется не читать это 4, 5, 6, 10. Так что начинаете готовиться. На этом все сегодня. До встречи.